2015 год прошел под эгидой Года народной солидарности. Основной движущей силой Года солидарности стали жители города Якутска. Их интеллект, общественная и деловая инициатива, творчество и труд, направленный на стремление развивать Якутск, сделать его лучшим городом на Дальнем Востоке. Были продолжены эффективные практики предыдущих лет. Этот год стал своего рода логическим продолжением Года народной инициативы и Года благоустройства. Поэтому многие направления получили дальнейшее развитие и в Год народной солидарности. Дорогие друзья, позвольте поздравить всех нас с успешным завершением Года народной солидарности. Общественная сплоченность и единство, наша с вами общая ответственность за дальнейшее улучшение Якутска на благо каждого его жителя, таким я видел главные ориентиры Года народной солидарности, объявляя его в нашем городе. Важнейшим событием 2015 года явилось празднование 70-летия Великой Победы. В День Победы стартовала масштабная поисковая экспедиция школьников «Святые имена Победы». Поисковая работа по выявлению и увековечиванию имен матерей, отправивших сыновей на фронта Великой Отечественной войны. Состоялось торжественное открытие второй очереди площади Матери и обновленного памятника герою Советского Союза Клавдию Красноярову и открыт сквер. Прошла реконструкция памятников воинам Великой Отечественной войны в пригородных селах Табага, Тулагина, Хатасы, Маган. Руководство города Якутска и городской благотворительный фонд «Победа-70» выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность всем неравнодушным людям за то, что общими силами помогли воплотить мечту в реальность, открыть мемориальный комплекс «Солдат Туймаады», где золотыми буквами вписаны имена 20 568 солдат, призванных на фронт из города Якутска. Установили мемориал. Там я увидел фамилию своего земляка. Игнатьев Сергей Андреевич в то время проживал здесь и призван Якутским горвоенкоматом войну. Вернулся с орденом солдатской славы и здесь умер в этом городе. Празднование 70-летия Великой Победы прошло очень организованно. Очень нам это все ветеранам понравилось. В течение Года предпринимательства и Года народной солидарности по направлению «Бизнес родной столицы» проводилась обширная работа по привлечению предпринимателей к общественной, социальной и экономической жизни столицы. Предпринимателями Якутска на строительство мемориального комплекса «Солдат Туймаады» перечислены средства на сумму 7 миллионов 47 тысяч рублей. Крупные взносы были произведены от имени Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа город Якутск. Реализация проекта «Теплые остановки» стал одним из самых востребованных для улучшения транспортного обеспечения жителей столицы. Работа по обустройству теплых остановок будет продолжена и в следующем году. Проведена работа по созданию зон отдыха горожан. На территории Вилюйского треугольника введены в эксплуатацию туркомплекс для семейного отдыха и дом пасечника. Появилась пчелиная ферма. Собран первый урожай меда. Подписано концессионное соглашение по туристическому кластеру на Маганском тракте на территории Даймонд-парка. Создана Ассоциация сферы гостеприимства республики на базе Ассоциации рестораторов с участием предприятий гостиничной сферы и туристических фирм. В Год народной солидарности открылось 2 социально значимых объекта – частный детский сад на 100 мест и коворкинг-центр «Твой старт». Также в рамках муниципально-частного партнерства открыт современный детский сад «Улыбка». Презентован проект «Туристический путеводитель по городу Якутску». Установлено 12 столбов с 39 информационными табличками. У нас работают 4 направления по кружкам: английский язык, хореография, развивайка и группа развития для малышей с 1 годика. Планирую открыть еще одну группу для малышей с 2-летнего возраста, которая будет иметь общеразвивающее направление, включающее в себя английский язык и хореографию.
Рабочая группа «Якутск. Наша столица» в рамках 70-летия победы в Великой Отечественной войне провела автопробег по Вилюйской группе улусов, обвеянные славой победы отцов. Якутск, Вилюйск, Верхневилюйск, Нюрба, Сунтар, Мирный Якутск. Почти в память людей, умерших и не вернувшихся в годы Великой Отечественной войны. В рамках Года литературы совместно с сетью киосков по распространению печатной продукции «Горпечать» проведен конкурс «Якутск читающий». Продолжается городской конкурс на создание гимна города Якутска. Самым ярким и масштабным мероприятием года стал 9-й фестиваль молодежных субкультур «Зожигай вместе с нами». В фестивале соревновалось около 700 участников. Горожане и гости столицы наблюдали за соревнованиями по 21 танцевальным, экстремальным и творческим направлениям. Во время национального праздника Исаак Туймады 2015 объединилось более 200 общественников, которые возвели Тюсулге солидарности общественников в местности Юсхатын. По результатам этого года количество ребят, занимающихся спортивными направлениями, выросло. Это показывает и количество участников на мероприятии. У нас с каждым годом растет, в этом году еще больше участников. И даже уровень понимания ребят, что такое здоровый образ жизни, тоже вырос. Они понимают, что это не просто агитация, не пей, не кури, что это определенная ответственность за свои действия, определенное понимание своего будущего. Направление включает в себя 7 проектов. Проведено 5 общегородских субботников с участием более 12 тысяч человек. Вывезено более 14 тысяч мешков мусора, 590 кубометров крупногабаритного мусора. Кроме этого, в округах и пригородах столицы прошли 132 субботника с участием более 9 тысяч человек. Убрано более 25 тысяч мешков мусора, 244 кубов крупногабаритного мусора и более 7 тонн металла. Благоустроены и озеленены более 100 дворовых территорий в округах и пригородах. В этом году значительно увеличили площадь озеленяемой территории. Установлено и отремонтировано более 50 детских площадок. В рамках программы «100 скверов к столетию Республики Саха-Якутия» облагорожены и озеленены скверы имени Чкалова, Автодорожный, Карла Маркса, 16-й квартал, Георгия Победоносца, Бриллиантовая СРГ, память павшим в Магане, также реконструирован сквер ветеранов в Пригородном. В акции по озеленению города было охвачено 1700 человек. Посажено более 150 тысяч декоративных цветов, а также 15 581 саженец торняка, ели, шиповника и березы. Проведен архитектурный конкурс на лучший проект школьного двора столицы. Проведена работа по благоустройству озер Сергелях и Теплое. 16 плавающих клумб украсили водную гладь озер. Экологическая акция «Вызов кузов», стартовавшая в начале апреля текущего года, стала популярной среди горожан и жителей республики. Уже вывезено и сдано в утиль 300 кузовов. Экологическая акция «Вызов кузов» признана одной из лучших муниципальных практик в Российской Федерации. Принимая самое активное участие в мероприятиях окружной администрации города Якутск, мы поступаем как настоящие хозяева своей земли, своего дома. И должны всегда руководствоваться принципом «кто, если не я?». В общеобразовательных учреждениях города Якутска проведен первый этап подготовки к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. По итогам сформирована сборная команда Республики Саха-Якутия для участия в 3-м всероссийском этапе фестиваля комплекса ГТО. Проведены 5 общегородских ярмарок здоровья, организованы консультации узких специалистов. Проведены литературные встречи учеников школ города с ветеранами войны, музыкально-поэтические представления с участием поэтов, писателей, творческой молодежи и детей. Акции в сети в централизованной библиотеке города Якутска, посвященные 70-летию Великой Победы. Конкурсы сочинений школьников города, в которых дети писали о своих дедушках, бабушках, участвовавших в Великой Отечественной войне. На озере Сайсары состоялось представление исторической реконструкции битвы над озером Ильмень в годы Великой Отечественной войны. Прошел танцевальный проект «Танцующий Якутск». Проект прошел в 2 этапа, в котором приняло участие более 2000 человек. Лига дворового футбола провела на
На дворовых площадках по месту жительства соревнования дворовых команд по мини-футболу. Привлечены дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые затем участвовали в военно-спортивной игре «Таежный герой». Этот год солидарности позволил нашему центру реализовать наши творческие проекты и помог сплотить многих наших горожан. И мы надеемся, что и в будущем, и последующие годы мы также реализуем другие социально значимые проекты, в которые будут вовлечены и все жители нашего города. Направление «Личный пример» состоит из 4 основных блоков. В рамках реализации мероприятия блока «Чистый город» собрано 46 тысяч мешков сухого и крупногабаритного мусора. Посажено 868 деревьев, проведено более 40 субботников с сотрудниками окружной администрации города Якутска, депутатами Якутской городской думы, работниками предприятий и учреждений с жителями столицы. Из года в год основные субботники «Личного примера» проводятся в лесных массивах, местах отдыха горожан и дачных территориях. Одним из основных мероприятий блока является акция «Чистая машина». Это совместная акция окружной администрации города Якутска с ГИБДД. В рамках предприятий блока «Спортивный город» сотрудники окружной администрации города Якутска и депутаты Якутской городской думы сдали нормативы ГТО, в которых приняли участие более 150 сотрудников. Социальный блок «Добрый город», в рамках которого ведется работа с воспитанниками детского дома «Берегиня». Сотрудниками окружной администрации города Якутска проводились совместные мероприятия с воспитанниками детского дома «Берегиня» по принципу программы наставничества. Прошли совместные концерты, выезды и встречи, поздравления именинников, благоустройство территории детского дома. В рамках акции «Осенние дары природы» сотрудниками окружной администрации и воспитанниками детского дома «Берегиня» весной был посажен картофель. В летний период воспитанниками проводилась прополка огорода, и осенью все участники акции, собрав урожай, вручили одиноким пожилым жителям города Якутска и пригородных поселков. С авиакомпанией «Якутия» провели акцию «Личный пример». Слетали на Дальневосточный форум гражданский. Ну и вот в дальнейшем хотелось бы, чтобы таких акций было бы много. Другие компании могли бы так помочь не только именно нам, каким-то людям, да, а есть нуждающиеся дети и так далее. Такой пример акции было бы очень хорошо. Направление «Добровольцы столицы». В течение года проведено большое количество различных мероприятий по социальному, образовательному, гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Особо значимым событием стало открытие ко Дню России молодежного добровольческого центра «Т-Тим». Здание центра стало излюбленным местом активной молодежи, общественных организаций, волонтерского движения и всех неравнодушных граждан. Огромное внимание в течение года добровольцы столицы уделяли ветеранам и пожилым людям. Проведено порядка 30 мероприятий различной направленности, такие как красноармейская книжка, ретро-вечер, свеча памяти, оказание адресной помощи, показ любимых всеми советских фильмов. Совместно с членами команды КВН добровольцы посетили 7 летних оздоровительных лагерей. Совместно с Якутской епархией была проведена благотворительная акция «Яблочный спас». Проведена неделя добровольчества. Все мероприятия – это идеи простых горожан, добровольцев, и каждый может легко стать участником, жителем города добра. По итогам этого года я могу сказать то, что направление добровольчества является очень актуальным, и оно возросло в плане тех людей, которые готовы безвозмездно помогать городу Якутску, республике. В 2015 году проект «Народный бюджет» дал возможность реализовать 45 народных инициатив на общую сумму более 25 миллионов рублей. На сегодня в городе Якутске и его пригородах построено 15 детских игровых, спортивных площадок, работают 6 центров социально-психологической семейной направленности. Реализовано несколько инновационных проектов: плавающие клумбы, подсветка моста по Богатырева, говорящие скамейки, установлены площадки с уличными тренажерами. Также софинансирование
внимание получили ряд благотворительных проектов «Доктор Клоуна». Создан семейный кризисный центр и социальная гостиница. Издан дневник школьника с информацией о столице республики. Книга «Землю Аланхо рисуют дети». Книга-альбом «Памятники города Якутска». В связи с 70-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне реконструированы, построены 6 скверов, памятников, проведен ремонт дома ветеранов, снят художественный фильм «Государственные дети». По направлению благоустройства и озеленения реализованы 3 проекта и проведены 2 летних водопровода в селе Пригородный и микрорайоне Кангалассы. Реализованы проекты по установке объектов малой архитектуры «Говорящие скамейки», архитектурный комплекс у здания Центральной городской библиотеки имени Белинского. На территории микрорайона Марха открыта небольшая площадка для любителей роликов и скейтов. При Кангаласской школе появился пришкольный агроуголок. Построены теплые остановки, работающие как многофункциональные центры. Состоялась презентация проекта «Сити-код», инициаторами которого выступили школьники Саха-политехнического лицея и их учителя. Также реализован проект «Свет и звук ради жизни», установка 20 световых дорожных знаков «Пешеходный переход» на улицах города. Благодаря этому многие инициативы, исходящие от жителей и которые нужны жителям, претворяются в жизнь и очень быстро. И мы на будущее, на 2016 год, уже подали несколько заявок и надеемся, что мы выиграем какую-нибудь из них и продолжим украшать и благоустраивать наше пригородное. Год народной солидарности был также богат на проведение различных благотворительных, добровольческих и экологических акций. В год народной солидарности появились новые инициативы, и мы все вместе осуществили их на благо нашего города. А самое главное, что и как и прежде, хорошие начинания 2015 года не закончатся сбоем курантов, а будут расти и шириться в новом 2016 году. Люди Якутска, их интеллект, общественная и деловая инициатива, творчество и труд – это и есть самый главный истинный ресурс для развития столицы. Конечно, мы разнимся по возрасту, профессии, национальности, взглядам, но мы все солидарны в стремлении развивать наш Якутск, сделать его лучшим городом на Дальнем Востоке.